здравствуй. Здравствуйте, Элина. Я пришла к вам, чтобы научиться танцевать. Отлично, хорошо. Сколько тебе лет? 11. Как тебя зовут? София. Очень приятно, София. Меня зовут Элина. Мы начнем с тобой с азов, то есть будем рассказывать тебе правила национального танца, что можно и что нельзя делать. И также мы для начала с базы начнем, с основных движений, хорошо? Хорошо. Хорошо. Смотри, у нас в национальных танцах сначала приглашают юноша, да? Он приглашает тебя, затем тебя выводят на танец, либо лично он сам тебя приглашает. Когда тебя приглашают, мы не выходим сразу танцуем, мы аккуратненько выходим и начинаем свой танец. Смотри, если в других народностях юноша сам уходит с танца, у нас так нельзя. У нас юноша может уйти только в том случае, если ты уходишь. Поэтому нельзя его бедного доводить до потери пульса, заставлять танцевать, поэтому максимально мы делаем 2 или 3 круга, хорошо? Без разницы, как он ведет, против часовой или по часовой, это зависит от площадки, на которой ты будешь танцевать. Он тебя выводит, вы танцуете. Основная цель у юноши – это показать в основном тебя. То есть ему нельзя делать эти сальто, нельзя эти трюки делать. То есть он показывает в основном тебя. Он тебя выводит, он тебя ведет. В основном он тебя ведет к юношам, к своим друзьям. И там делает маневр. И в этот момент ты должна покрутиться и идти дальше по кругу, хорошо? Дальше то же самое, цель у него идти к юношам, он тебя там ведет, ты делаешь там кружочек и затем встаешь на свое место. Вставая на свое место, мы не идем спиной к юноше, вот так хлопая, мы разворачиваемся к нему, даем головой понять то, что мы закончили, и лицом к нему, в знак уважения к юноше, мы отходим спиной назад. Смотри, начнем с постановки корпуса. Мы не выходим горбатые. Лопаточки соединяем, соедини лопаточки, как будто шнурочком у тебя они завязаны, опускаем плечики и подтягиваем диафрагму, подтяните животик, вот, хорошо. Голову поднимаем, представь, что тут воображаемая вилочка, которая тебе вот не позволяет эту голову отпускать, всегда вот так и взгляд вниз, хорошо? Дальше ручки, ставим ручки вот так, смотри, средний палец мы отпускаем, этот большой палец мы прячем вниз, поняла? Они должны быть максимально нежные, но при этом не напряженные, хорошо? Локоть мы приподнимаем слегка, но не слишком, мы акцент на этом не делаем, слегка приподнимаем и вот по ребру, вот ровненькая линия у нас должна быть. Если ты ее вот так выпрямишь, она будет слишком тут торчать, да? Мы немножко как будто бы на шкафчике вот держим ее, хорошо? И тут пальчики оживляем, подтягиваем красиво пальчики, хорошо. С этой стороны то же самое, подтягиваем ручки, пальчик вниз, этот прячем и приподнимаем мизинчик, хорошо? Выпрямись, поставила ручки, вот наша основная позиция корпуса. Хорошо? Дальше отпускаем. В основном у нас в лозере не обязательно по каким-то правилам идти, то есть делать строго какие-то определенные движения. Как ты чувствуешь, можешь это делать. Ты можешь использовать какие хочешь ручки. Мы примерно базу тебе покажем, а дальше главное, самое главное, это выше головы ручки не поднимать. У нас было некрасиво показывать нижнюю часть ручки, хорошо? Выше головы мы не поднимаем. И делаем все внизу, вот немножко вот на уровне головы можно приподнять, хорошо? Дальше поставили ручки, хорошо. Здесь мы можем, например, направить ручки, развернула вот эту кисть, вот сюда, делаем взмах, обратно выводим, хорошо, другую ручку взмах, обратно выводим. Вот ручку, например, можешь использовать эту ручку. Дальше можешь использовать еще что-то от себя, можешь добавить. Не обязательно, вот я тебе покажу позиции, не обязательно по этим позициям идти. Поняла? Ты можешь как чувствуешь все делать, главное соблюдать вот эти правила, которые я тебе объяснила. Дальше. Можем, например, использовать, повернуть ручки,
Давай, повторяй. Повернула ручки, приподняла, покрутила, отпустила. Хорошо. Дальше мы можем сделать, поставила ручки на уровне плеч, поставила, чуть-чуть выше, давай. Хорошо. Эту ручку повернула, покрутила, раз, сделала. И когда крутишь эту ручку, развернула кисть эту. Хорошо, теперь эта ручка. Смотришь на ручку, то есть даешь немножко жизнь танцу, поняла? Хорошо. Дальше можешь отпустить. Поставила ручки. Одну кисть вот так сломала, повела к голове, вывела. Одну ручку повела, вывела. Дальше ты можешь обе ручки вот так использовать, отпустить. Можешь вот так развернуть ручки, завела, развернула, отпустила, отпускай. Можешь эту ручку добавить, вывести. Эту ручку добавить, вывести. То есть правил как таковых нету. Ты просто танцуешь, как чувствуешь, как тебе нравится, какие движения тебе рук нравятся. Дальше. Давай начнем с основной позиции шага, хорошо? Какой шаг мы в основном используем на лоузере? Есть много видов, но мы начнем с самого простого, хорошо? Делаем просто шаг, поставила рядом с пальчиком, вот так вывела на полупалец, хорошо, поставила, подтянула, поставила, подтянула, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, хорошо. Тот же шаг мы можем делать на полупальчиках. Поднимаемся на полупальчики, делаем раз, два, три, нет, смотри, чуть-чуть, давай помедленнее сделаем, хорошо? Мои ножки видны тебе? Поднимаемся на полупальцы, делаем шаг, подтянула, рядышком поставила, получается, еще шаг, подтянула, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, хорошо. Умничка, для первого раза очень даже быстро схватываешь. Смотри, на полупальчиках, чтобы мы не шли как вот роботы, что для этого требуется? Когда ты поднимаешься на полупальцы, у тебя работает вот эта часть ноги. То есть это называется голеностопный сустав. То есть ты ведешь полупальцем, ты ведешь не полностью ногой вперед, то есть вот так ножки не делаешь. Ты немножко приподнимаешь ступни, раз, шаг. Просто поставила. Раз. Раз. Поняла? При этом ты не слишком выпрямляешь коленки. Если ты слишком выпрямишь их, ты будешь как робот. Немножко надо вести от колена. Вот шаг делать от колена, но при этом не от бедра. Поняла? То есть давай поднимаемся на полупальчики. Немножко расслабляешь коленки. От колена, голеностопом помогай, делаешь шаг. Подтянула, раз, подтянула, раз, подтянула, раз, подтянула. Хорошо, но при этом ты идешь прямо. То есть сейчас что ты сделала? Твоя ошибка. Сюда ты пошла, прокачалась, сюда пошла, прокачалась. Это не надо делать, хорошо? Идешь прямо. Вот у тебя цель прямо идти. Давай, вот туда посмотрим. Встала. Вот так пойдем, хорошо? На полупальчики. Выпрямилась. Коленки слегка подтянула, голову приподняла, красивенько. Давай, вот сюда ручки поставь. Хорошо, будет легче тебе. Давай. И шаг, подтянула, шаг, подтянула, шаг, подтянула, шаг, подтянула. Умничка. Ты можешь сделать этот ход на полупальцах, также можешь сделать на полной ступне. То есть раз, подтянула. Давай вместе. Еще раз. Давай. И шаг. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Хорошо. Молодец. То есть это наш самый базовый шаг. У нас есть еще усложненные, их много, но мы в основном используем на лоузере этот шаг. Хорошо?
Соф, мы сегодня очень хорошо поработали. Ты большая молодец. На сегодня закончим и попрощаемся с телезрителями. Попрощаемся. Пока!